Вера. Хымынан кепсиденне. Да? Алексей Кунов отойди. Так. Herhalde de. Herhalde. Аны тоғырыз көрігі латтады. О, ұш. Да? Ну-ка, не так. А, это я просмотр, что ли, такой сделал? А, я сам скорость. Ну что, дорогие друзья, начинаем тестовую трансляцию прямо с вершины Чучор-Бурана, студия Че. И основатели студии Анатолий Кириллин и Иван Тарасов. Добрый вечер. Добрый вечер Добрый всем, вечер. мы в эфире, что нам сказали. Пока настраивали звук, ну проверяем технические возможности оборудования. Оборудование у нас киношное. Да. Поэтому очень долго все настраиваем, но зато делаем качественную картинку и звук, да, должен быть. На все это должно теститься, чтобы лажи не было. Поэтому мы сейчас в Чачурмуране. Ну, На Чачурмуране. Анатолий Кириллин всем известен как Чака с зелеными усами, который стал логотипом этого. Но мало кто говорит о том, что Анатолий это, можно сказать, отец якутского кино современного. Ну, это громко сказано, конечно. Но в моем понимании это так. Я думаю, что надо уже пришло время уже то ли перестать этого стесняться, и надо это, как говорят психологи, надо это принять. Потому что, ну, по моим подсчетам, ну только несколько фильмов вот, известных я знаю, которые делались без него. И то там принимали участие ребята, которые у Толи учились, и с ним работали, или его оборудование, или еще что-то. Или там Анатолий Бурнашов сейчас снимает сам самостоятельно. Степан Бурнашов, наш великий режиссер. Степе привет отдельный. Он снимает сейчас полностью на своем оборудовании, но начинал он первый фильм все равно снимать с тобой же. Ну, я помогал ему, конечно, в одном фильме. Но он вообще такой человек, что все делает сам. Поэтому, когда снимали про зомби, я работал у него как бы оформителем таких вот технических штучек. Республика Z. Республика Z, и поэтому я, конечно, очень горд этим, что у Степы работал, да. А, конечно, а сейчас во многих фильмах, может косвенно, может как-то все равно участие принимаю. Работаю в Сахафильме, поэтому для меня это профессия такая. Вот после 40 лет только нашел себя, по-моему. Так можно считать. Потому что подожди, у тебя же еще была целая жизнь в телевидении. Да. Ты прожил целую жизнь в телевидении, целую жизнь в кино. Нет, и сейчас у тебя начинается новый этап Ютуба, где мы сейчас сидим. Да, видимо, третья жизнь начинается. Третья жизнь начинается. Ага. Но я не думал, что все так вот раскрутится, будет раскручиваться. Поэтому сейчас, конечно, если зрители смотрят, то пускай чего-то такого сразу большего не ждут, но мы очень хотим, и мы знаем, куда двигаться, что делать. Вот. Иван Тарасов, автор передачи
ты Нардорон, который ты вел 10 лет. 10 лет. Одна из самых качественных музыкальных программ на якутском телевидении. Все, кто интересуется рок-музыкой якутской, И не эстрадой, Да. и вообще качественным, живым. Там фишка была в том, что это был живой звук. Да, и в прямом эфире. На В якутском прямом радио. эфире, да. На якутском радио и одновременно в телевидении. На телевидении там снимали, и потом в выходные дни прайм-тайм показывали. Это воскресенье. Ну, в целом, ты же вообще этот человек, как бы помешанный на звуке, да, на аудио, на радио, на красивом звучании. Ты Кстати, сказать, да? С Ваней мы, когда познакомились, вообще я как бы далек был от музыки. Мы просто технически... у него передача была. Как называлась-то? Эрхогун, это, Эрхогун. как бы передача радио. Да. А я там... как Это бы, же да. мой вопрос был, как вы познакомились? Это был вопрос. Это был заготовлен. Ну, я, Как прошло конечно, ваше первое свидание? вот так и произошло. Я пришел на его радио, чтобы рассказать про отопление, там, про строительство. У нас цикл передач был. Вот с тех пор мы как бы с ним знакомы. И сейчас вот что-то делаем. Вообще, студия Че, она в тестовом варианте уже работает год. Так, Уже год работает, да. Мы на своем канале Ютубе с сентября месяца уже выложили 70, больше 70 контентов разного плана, да, так, получается. ага. Концерты, аудиокниги, и еще у нас есть новости. Мы смотрим вообще новости нашей республики сквозь культуру, получается, да. И хотелось бы, чтобы эта новостная лента, там профессионалы работают. Борис Гоголев, один из новостных редакторов, тоже легенда радио якутского, да. Афанасий Гуринов, Арчелан, это главный редактор художественного журнала «Крюльге». И я, и сын мой монтирует эту как бы, передачу, которая выходит один раз в неделю. Пока чуть-чуть у нас как бы там пауза идет, но на этой Ну, неделе на будет. данный момент на YouTube-канале Че в основном музыкальная тематика. Да. То есть, потому что ты один из самых этих идейных паровозов этого, значит, Да, да. этого творческого объединения, которое вот на ваших глазах, дорогие друзья, зарождается, да, здесь? Я должен был как бы курировать технические эти передачи. Ну, там, про отопление, про машины. Но так как Иван более деятельный, у него быстрее пошло, по-моему. Я вот никак не могу пока это раскрутиться и создавать канал. Я вообще вот задумывал такие вот эти, как стримы, да, или передачи, которые завязаны на технических этих аспектах. Отопление, строительство автомобилей, вот такое дело. Хочу вести, но пока никак не дойду до этого, но я думаю, что все это будет. Ну, первая попытка есть. Вот Дмитрий Аргунов, Мгм. Да, да, вот две передачи. на канале есть. Да, есть. вот Дима Аргунов, он сейчас как раз очень хорошо вот это вот двигает, да? Его идеи хорошие. Вот. Ну, он же целый дом построил Да, в прямом он, эфире. да, поэтому живет он в нем. большой профессионал, поэтому сейчас немножко подготовимся и запустим какой-то проект. Да. Задумки есть. Самая главная задумка была, что это творческое объединение, которое объединяет телевидение, радио и кино, получается, да. И сейчас еще у нас будет рекламный отдел, которым будет заниматься Алексей. Знакомьтесь, он уже внутри нашей студии, получается. И мы хотим работать с семьей, и, конечно же, это самая большая организация, это, конечно же, сейчас уже по-новому медиакомпания НВК. Да, это крутая компания. Мы все выходцы из НВК, получается, Да. с Толей. И поэтому в скором времени мы будем делать коллаборации с нашим республиканским каналом. Вот. Ну, у нас такие вот желания и стремления. Телевизионских бывших не бывает. Вот-вот, оказывается. надо было вот нам начинать с этого. То есть
мы находимся в точке зарождения такого многофункционального творческого объединения, который будет выпускать и музыкальное видео, и делать клипы с африканскими студентами, и рассказывать про отопление. Это будет все на одном канале выходить или это будет на несколько YouTube каналов будет? Наверное, на одном канале. Но дальше посмотрим. Конечно, не только YouTube-площадка, да, мы хотим освоить все площадки, которые будут с нами сотрудничать. И, Ну да, да. Сейчас ВКонтакте хорошо Поэтому- продвигается. Мгм. Мгм. И вообще у нас в республике проблема национального контента очень остро стоит. Все-таки интернет, куярсетиме, Мгм. да, это один из самых мощных современных как бы, средств связи, глобальное причем, да. И мы, жители земли Олонхо, должны внутри быть, обязаны быть и должны давать там очень качественные контенты. Потому что здесь, куда ни глянь, повсюду очень интересные контенты. Ну да, всему свое время. Да. То есть вот эта оптика пришла в улусы относительно недавно же. Сейчас по-моему, покрытие 80%, да, республики. Потом вот эти мощные мобильные телефоны стали доступны тоже относительно несколько лет только. Да, да, да. Буквально То есть 5 раньше, да, лет 10 назад там хороший смартфон, он стоил очень дорого. Например. Сейчас он стал доступен, и люди стали, у них появилась возможность массово смотреть видео. Очень много видео. И потом еще появился YouTube на телевизоре. У меня ВКонтакте еще на телевизоре дома я смотрю. Мгм. Вот, то есть потихоньку YouTube и ВКонтакте вытесняет телевидение. То есть я прихожу домой, я не телевизор включаю, я включаю ВКонтакте. Пульт нажал, потому что на телевизорах уже современных есть Smart TV, и люди хотят смотреть на... Соответственно, возникает потребность в огромном количестве видеопродукции. Да. То есть гораздо больше, чем это выпускалось. Может выпустить НВК или... ВГТРК. Да, или какая-то одна команда. Мгм. И вообще мы приходим к тому, что вот я говорю как рекламщик, как предприниматель, что видео, контент вообще становится средством коммуникации между людьми. То есть вот я предприятие или я там директор какого-то завода, мне нужно донести свои мысли до своих работников или до клиентов, или до руководства, или до куда-то. Я должен записывать много видео. Шортсов, рилсов, тиктоков, ютубов. Я должен все время вещать. Тогда я живой работающий руководитель. Если я там по старинке буду просто писать какие-то письма на бумаге куда-то отправлять, все, я уже отстал от жизни. Соответственно, Да. всем нужно видео. Всем нужно видео, и видео надо делать качественно, чтобы был хороший звук, чтобы это снималось на нормальные камеры, и хорошо монтировалось, озвучивалось, чтобы там еще была музыка. И, конечно, самое главное, что это, все-таки какое-то творческое наполнение желательно должно быть. То есть, конечно, видео может быть там и отраслевое, там какое-то рекламное, но все равно самое главное это хороший, качественный творческий контент. Да. И самое главное еще, надо сказать, право выбора, что смотрит вообще житель нашей земли, получается, да, шарика. Там же можно выбрать. И есть же люди, которые не любят музыку, может быть же такое. Ну, зато они хотят увидеть, как ремонтируется автомашина, допустим, УАЗик или там иномарка. Кто-то хочет строить сейчас дом, да, и вот такие передачи мы будем в скором времени выпускать. И самое главное, там будет право выбора. Что вы хотите посмотреть? Это И в комментариях, пожалуйста, напишите, вы что хотите смотреть. все-таки, так как мы творческие люди, конечно, поэтому хочется всего вот охватить все сразу иногда, да, и какие-то идеи. Просто вечером лежишь, и вот это вот надо сделать. А как это сделать? Вот из-за этого. Поэтому все время двигаешься вот так. Поэтому у меня, допустим, вот это оборудование, которое вот сейчас нас снимает, оно должно даже вот, я мечтаю снимать телесериалы, да, допустим, быстро и четко. И у нас поэтому и
оборудование более-менее такое, заточенное под это. Поэтому, в принципе, я, когда в телевидении работал, я все время мечтал о мини-ПТВС. Мгм. И, кстати, мы добились этого, и сейчас в нашей компании НВК есть несколько ПТВС, большой и маленькие. Это очень хорошо. И все-таки Передвижной, телевизионный, как? передвижная телевизионная станция. Мгм. Да, телевизионная станция. Вот, это была моя мечта тогда, Мгм. когда я работал. А потом я перешел, сейчас в кино работаю, и все равно оно у меня вот там где-то скреблось. И вот оно, И вот сейчас оно у меня- вот, Да, сейчас мы вещаем сейчас мы вещаем, да, в прямом эфире, без монтажа. без монтажа. Поэтому как бы моя мечта в какой-то степени осуществилась. И вот сейчас, конечно, есть даже техническая возможность. Егор Иванович, меня колера, Демьян, вот у нас наши инженеры и оператор. Сейчас прямо могут показать, где они сейчас работают и стримят, да, допустим. Вот эту камеру просто можно взять туда, поставить, дайте посмотреть людям. Мгм. Туда вот подойди к Демьяну с Да. этой камерой. Уже Анатолий Анатольевич Да. уже руководит наш босс. Видите, да? Ага. Ну вот наш мини-ПТВС там стоит, просто возьми и Вот, наверное, Ага. вот эту камеру. вот эту. Вот эту. эту камеру. Ага. Ну, в средней у нас мы будем. Да-да-да. Да. Демьян переключит. Ага. Не, ну мы в тестовом Да. режиме сегодня работаем без Да. режиссера. Да. Да. То есть, Звукорежиссера без да, режиссера. Анатолий сейчас сам и режиссер одновременно, и в кадре, и все, как всегда, все делает сам. Ну, конечно, я бы взял камеру и подошел бы туда, конечно. Прямо. Не, ну вот, действительно, да. то, что это стало доступно частному человеку, частной, вот мы Мгм. здесь сидим и вещаем, это несколько лет назад это вообще было немыслимо. Да, это вообще... Да я думаю, это и сейчас немыслимо. Но если какой-нибудь блогер там думает, что он может там, ну, у него есть iPhone там, да, или 2 айфона, то вряд ли у него получится. То есть нужно очень много. Я вот пока тут сидел, очень много оборудования, очень много коммутаций надо сделать. Все это должно синхронизироваться. Это надо знать кухню. Да. говорят. Да. Ага, поэтому тогда ты малой кровью можешь, потому что бывает, что люди вот просто с Ютуба там, вот это надо закупать, а бывает, что совсем ненужное покупают. Вот. А я очень долго изучал, что и как, какую сумму вложиться, что. И, конечно, молодые люди у меня желают большего, там, 4К, каких-то крутых 6К. камер. Да, ну, наверное, мы дойдем, если мы хорошо будем работать. Мы должны дойти. Да, это мечта, конечно. Но сейчас чего-то надо начинать набивать руку, чтобы люди знали всю эту кухню. Потому что это очень такая... Я вот, кстати, научился, когда работаю вот в кино, Мгм. вот организационные моменты я там очень хорошо научился вот это делать, да, вот выезды, допустим, мы сейчас выехали, да, Мгм. вот что надо взять, во сколько надо собираться, допустим, да, примерно я знаю, во сколько мы запустимся, потому что подключать надо очень много, проверять, машина доедет, не доедет, локацию узнать где, поэтому здесь очень много таких подводных камней. Там которые просто одного вот- кабеля не будет, Да, и всё. ничего не будет. Да. Ну вот сейчас мы запасной кабель просто таскали с собой, он помог, да, и один кабель у нас фонит, оказывается. Вот теперь вот эти такие моменты нам надо все тестить, перепаивать, все делать. Ну вот Егор Иванович всем этим занимается, так что, наверное, я думаю, если какие-то вот даже заказы пойдут, да, чтобы мы не облажались, чтобы все четко сработало, вот поэтому нужны такие стримы. И поэтому сегодня у нас главных героев, конечно, Долина Туймада. Да, и мы троем, то есть Нас 5 здесь, на этой площадке, получается, и наши друзья комары, комары, да, Мгм. которые искусали. Ну Не, вот ну- нас 5, да, вот. И получается у нас вот по минимуму еще 2 оператора не хватает.
звукорежиссера не хватает, и режиссера пульта не хватает, да, режиссерского пульта. Не, ну да, Вот, технически, да. вот где можно использовать вот такое прямое интернет-вещание с 3 там или 4 камер? Где интернет есть, если... Не, ну, наверное, какие-то мероприятия, да? Да. Спортивные мероприятия, например. да? Обязательно. Или какая-то церемония, там, открытие чего-то. Да, какого-то памятника, допустим. Да, нужно, И- можно в прямом эфире это выпустить, Мгм. предварительно всем сообщить. Не, Да. это может быть даже свадьба, если Да. родственники там. Кто-то не смог Если приехать. кто-то не да. смог приехать, свадьба будет транслироваться по такому-то Да, адресу. по закрытому каналу через Не, а что скрывать? Вообще в YouTube посмотрите все. Да не знаю, я как сам ведущий, это как-то к этому очень по-другому отношусь. Нет, да. тут очень большое поле деятельности, в принципе. Если люди поймут, что вот это вот так надо, тогда вот должно пойти, наверное. Вот, допустим, спутниковый интернет, Если подключить к этому оборудованию, мы можем вещать, допустим, с вершин гор, Мусхая, там, пик Чекиста, там, или сделать плот большой, и посередине Озеро Лабанкыр, да. Великое озеро Лабанкыр, и там сидеть и разговаривать. Не, ну мы должны великого нашего блогера Панду Саха, значит, уделать, да? Цель Нет, такая. Мы Его делать мы никак будем нельзя. вещать со дна озера Лабанкыр, да? Да. Не, ну, кроме шуток, да, надо сказать ему, действительно выразить огромный респект за то, Вообще что он красавчик. пробил дорогу, Да, показал, что, оказывается, наша обычная жизнь, просто как мы нарезаем там жеребятину мерзлую, оказывается, это можно так красиво снять, и это будет интересно миллионам людей во всем мире. да. И очень большой респект тому, кто это снимает. Я не знаю, кто снимает, но Снято это очень снято хорошо. очень хорошо. Снято, смонтировано. Да. Музыка вложена хорошо. Это вообще респект, большой респект. Этому надо учиться и учиться еще. Да, еще у нас это Бродников, клевая рыбалка. Да. Я вот фанат Да, вообще Слава, да, рыбалки, да. и Вячеслав Бродников тоже привет товарищу Бродникову. Вот в прямом эфире надо рыбачить. Вы видите, да? Ну, вообще-то, очень интересно же, да? Я вот как-то душой сейчас рад и спокоен. Не, видишь, вот мы почему так их любим, да, Бродникова и Панду Саха, потому что они деньги там зарабатывают, они нам здесь не конкуренты. Да. Вот. Не, если мы туда тоже пойдем, нас тоже все будут любить. Нет, нас же очень мало. Ну, Поэтому каждый вот что-то из нашей республики, пускай неважно юридически как там, но Вот, только где-то, Да. если серьезно, же действительно, круто вообще. куда вы хотите больше нацелиться? На внутреннее потребление здесь, в республике, или на внешнее? для Во-первых, начала для внутренне. внутреннего. да, для своих, для Сахаларга. И потом как бы транслировать нашу культуру, наше искусство, наше умение. Да, наверное, можно делать какие-то отдельные проекты. Вот мне кажется, например, теплоснабжение в Якутии, это был бы очень интересный узкоспециальный контент. Да. Вот как в Якутии делают газовое отопление, например, Да. или как делают теплоизоляцию. Вот это было бы интересно жителям там Сибири, там вот Дальнего Востока, север там, России, там и так. То есть, если это работает в Якутии, если это Там однозначно работает. схема, значит, там вообще будет вообще супер, да? Да. Да. У нас же край такой, такой, что технический край получается. Да, Это да, да, да. Если техника у нас работает, все, оно должно работать везде. Потому что вот у нас вертолеты, допустим, да, самолеты даже тестируют. А контента об этом почти нет. Нет. Но надо будет этот пробел как-то заполнять. Если нас видят руководители вертолетных, самолетных компаний, Да, Ренай, там, да, газового оборудования и так далее, вам большой привет. Вот в самом начале нашего разговора, вот в 2017 году НВК Саха, радио, якутское радио, она выпускала каждый день передачу «Эрхугун». И там была такая колонка, получается, рубрика, которая называлась «Сатабыл». Это умение, если так Мгм. по прямому как бы перевести, да? И я там узнал Анатолия Анатольевича как очень такого мастера, человек, оказывается, по образованию трудовик, да, я был очень как бы
с другим, как бы, с другой стороны я посмотрел, и там сразу карандаш взял, что надо действительно с ним работать. И человек, я сам живу как бы в частном доме, получается, да, и очень много советов беру. И вот эти советы должны как бы давать всем нашим жителям нашей республики. Потому что газовая сеть же по всем улусам сейчас как бы подключения идут. Да, вот в деревнях сейчас газовые котлы стали. И очень многие наши земляки как бы пока не понимают, какие даже котлы покупать, допустим. Настенные, напольные, там, да, и сколько там должно быть котлов. Там, разбирать ли это кирпичную печку, там, разобрать и не разобрать. И вот наш совет был тогда еще в 2017 году, если у вас газовое отопление уже как бы вы подключили к сети, к газовому отоплению, вы пока не разбирайте печку, русскую печку, потому что мало ли что, да? Ага, Техника, она такая. да. Ну, я так думаю, вот я хочу систематизировать вот свое вот это, да. Я очень широко вот такой направленный, оказывается. И, видимо, в силу возраста уже начинается у меня эти по компьютерному там эти, как его, какие-то эти, как тотелери. Хорошо. Зависание, Да, у меня зависание происходит. Потому что мне очень сложно, допустим, перейти как его, с технической, да, с технической направленности на творчество кино, да, допустим, а потом переходить вообще на другое. И у меня телефон звонит, там отопление, потом машины, потом своя работа, кино, потом вот выступать надо в телевидении, что-то там. И вот я вот распыляюсь, и сейчас хочу это систематизировать. монетизировать И, еще. и монетизировать. Вот как-то так. Ну, вот насчет музыки, мы в самом начале все время говорили, музыка, и как бы человек с радио получается, и человек, связанный с музыкой. Я работал 9 лет еще в театре эстраде, был артистом, вокалистом, да. И вот получается, 12 лет тому назад мы первую передачу отсняли на кинокамерах, Blackmagic, на павильоне Сахафилев. Ага. А вот Алексей Басылаев там тоже причастен. Он заказал, получается, эту передачу, да? Это какое-то кабельное телевидение же. Да, я же был директором телевидения. У меня был собственный телеканал. Да, в моей жизни тоже, Толя, что только не было. Да. Вот поэтому вот у него... Не, ну, наверное, видишь, такие люди нужны, которые все пробуют, исследуют, везде это потрогал, то потрогал. Мы же делаем это за других. Вот когда... Потом люди видят, у него не получилось, я туда не пойду. Или тот опыт там неудачный, он будет использовать. Вот когда с Иваном мы снимали «Квартирник», я еще не вышел. Еще не вышел. Я просто очутился как на машине времени на несколько 30 лет назад, или больше даже. Когда я в Намсах работал этим инструктором сельского хозяйства По линии комсомола. Да, по линии комсомола. Мы тогда делали первые республики, кстати, конкурс красоты. Вот. Потом мы, оказывается, первые создали по всему Союзу такой молодежный клуб «Вариант». Когда мы отправили документы, нам сказали, это первый такой документ, который говорит, что вы первые по всему Советскому Союзу. Молодежный клуб «Вариант». Ага. И вот... Это ты развалил Советский Союз. Так все и началось. Сначала видеопрокат, рок-музыка, вот что это было. Да, после Якутска у нас второй в Лусах был зал, видеозал. А потом рок, и как раз вот я когда встретился, вот... Чолбон, да? Да, вот Чолбон,
Айтал, вот они в Намцах, Сергей. да, я их принимал прямо дома. Я помню, как мы располагались прямо на полу, вот так вот между инструментов, и мы там делали концерты, вот. И оказывается, я был к этому причастен, и вот когда Иван начал музыкальные вот эти вот собирать, я как-то, да, оказывается, в моей жизни тоже такое было. Потом я от этого отошел, совсем другим занялся, и вот теперь как-то все на круги своя вот так вот как-то объединяет было. Ну, я так думаю. Возвращаешься. Ага. Не, мы Ивану Всё- не всё дали недаром. рассказать про, давай отдельно, подробно про квартирник, про Да. проект. Да. Да, вот квартирник это... Что уже сделано. Да, уже сделано. Это прямое продолжение передачи «Ты на дрон», Мгм. получается, да? Но здесь участвовали 5 лучших групп нашей республики. Мгм. В первом вот таком демо-варианте, но снято на кинокамерах. В общей сложности участвовало 12 камер, 18 дорожек. И наши партнеры, это компания АВ, Серега Махтал, Мгм. они с нами будут в дальнейшем тоже работать. Компания АВ один из таких самых сильных по звуку, да, 30 лет на рынке. В этом году у них юбилей. Так что мы, компания АВ, еще будем возвращаться. Отдельные передачи тоже будем снимать по звуку, как это все делается. И мы пригласили, вот, во-первых, в Якутске у нас это поселок Хапасах, это Сюсь группа, этнометалл, им уже 19 103. лет оказывается. Ага. И вилюйские как бы, группы Сунтар, Хагы, Верхний Вилюйск, Юргель, Нюрба, Амака и лучшая ВИА-команда Республики Саха-Якутия, я так уже понял, это Вилюйский улус, село Халбаки, Тюмень, Денбелях. И там руководитель, лучший гитарист республики Михаил Перетертов, Миша, красавчик. Мишу я знаю. Да. вот Миша Он вообще собрал- гениальный гитарист. Да, он собрал вот ВИА в маленьком поселке Халбаки, да, и вот они вообще на уровне сейчас играют. Вот остается всего ничего, мы скоро запустим, будем показывать квартиру. Ну, шорцы уже оттуда лежат. Да, сейчас можете посмотреть, мы уже шорстами будем поливать уже в скором времени и на ротацию, на радио, на местных радио. И, Ну, короче, вы отсняли уже пока, значит, передач. пилотную версию, или, нет, 5 первых выпусков. 5 Ага. первых выпусков. Дальше что будет? Дальше кто будет? Ну, дальше уже мы будем другие жанры уже снимать. Это, хотим там захватить именно, во-первых, это эстрада, эстрадном компоненте, фольклор, там, этнические группы, классик обязательно хоровое искусство надо Я не знаю, как показать. так получается, когда эстрадные, не в обиду никому будет сказано, но когда эстрадные артисты поют вживую, Мгм. как-то получается вот какая-то атмосфера такая появляется, душевная, какая-то искренность, что ли. Вот там Василий Еремеев вот есть, да, на канале Да. видео лежит. Это Вот вообще первый пилот. как-то оно звучит по-другому. Как будто. Я не знаю, я не музыкант, не понимаю, но Нет, когда артист вообще поет с музыкантами, да, вот это все должно быть органично. Для этого же они репетируют заранее, они общаются. Там, ну это какой-то свой жанр. да, ага. И когда человек поет живьем, именно живыми музыкантами, тогда он выкладывается на 200%, даже на 500% получается. И поэтому искренность и там мастерство пения, подачи материала, она вырастает на несколько раз. Это очень отличается, чем человек поет под аранжировку. То есть, Не, ну фонограмма. вроде бы казалось бы, что в студии-то все должно вычищено быть, и там вылизано, все подправлено. Может быть, вот эти какие-то шероховатости, несовершенства, какой-то такой элемент импровизации, он дает вот это вот. Да, может быть. Я тоже так же вот думаю. Ну, Более какие-то, искренно как-то Да, получается. искренне, потому что когда все очень точно, человек уже как бы воспринимает это ну, не как фальшь, а вот что-то готовое вот такое. А вот когда есть какие-то там вот немножко вибрирует, чуть-чуть по-другому, там кто-то отстал, может быть. Вот это вот искренность вот тогда появляется. И тогда когда еще да. операторы и монтажеры Не. на видео к этому, как бы, Точенный. к этому вайбу подключатся и Да, поймают вот этот ритм Мгм. и будут вот это вот.
то может Да. получиться очень классно. Вот на радио, вот на НВК мы в общей сложности отсняли 300 передач. За 10 получается. лет. Да, за 10 лет 300 передач. Из них около десятки передач есть, которые очень хорошо получились. Там первые операторы это Юра Босиков, Юра Карарбулахана, Махталов, там, да, Ион Иванов, Кеша Урстов. Вот они очень творчески подходили к этим делам. И вот в отличие от таких передач подобных, да, на которые выходили на радио, допустим, у нас в России, это наше радио, авторадио, да, у нас в одной передаче участвовало где-то около 10 камер. Мгм. Это с 10 ракурсов получается, да, и это выглядит очень здорово. И когда режиссер-монтажер все это делает под музыку, она рассказывает совсем другое, как бы на плюс получается. Поэтому вот живое исполнение на радио, на ТВ, она всегда должна быть качественная. И для этого вообще очень много людей работает. И я люблю вообще труд, потому что труд создал человека. Не, я тоже очень люблю труд. Да, и поэтому там вот это люди трудятся, там что-то делают, играют, музыканты Я уже профессиональные, успел да. устать от таких трудовых будней. Не, ну я как рекламщик могу сказать, что каким-то образом вот эта энергия считывается. Мгм. То есть, когда делаешь что-то быстро, тяп-ляп, там, запустил, и это вот люди на такую рекламу даже не нажимают. То есть, а когда ты там много людей работало, все там шрифты, тексты, там все вот кичаен, вот дохуна, Мгм. это вот сказывается на показателях конверсии, например. Люди больше кликают. А как Мгм. это на вид, там ты не отличишь эти два макета. Но как-то вот человеческая энергия как будто передается как-то вот. Да, Поэтому я надеюсь, что, то есть не надеюсь, я уверен в том, что качественный контент, его будут больше смотреть. да. Хотя, конечно, алгоритмы сейчас все решают. Друзья, кликайте, нравится, подписаться. Тогда YouTube будет думать, что мы вообще интересные люди. И будет нас всем показывать. потому Надо что- комментировать. Да, оставляйте комментарии. Не, Кудик, вот Сахалай. Бядян, ну, хатер просто нравится един батата хатна. Вот. Для вас это просто бирта бахатна мандакана. И все. А для начинающих маленьких якутских YouTube каналов или YouTube блогеров это Кудик его алгоритм его увидит, что будет его продвигать. Он получит охваты, получит Да, да, просмотры да. там и так далее. Не, у нас как бы зима очень длинная, поэтому в нашей республике очень много творческих людей. Да, и они очень креативно думают. Я всегда радуюсь, когда выходят на, допустим, по кино, там, на большие экраны, и когда прокатывают их по России, по всему миру показывают. Я даже вот летом на сенокосье включаю телевизор, а там на рекламе, допустим, во сколько-то начнется фильм Игорь Чарин, да? Мгм. Да? Или там снайпер. Рядовой чай. Рядовой Чарин и наши якутские фильмы. И меня как-то гордость распирает, потому что это же мои знакомые, друзья, вот это все сделали, и вот вся Россия смотрит. Не только Россия, а весь мир получается. Это гордость. А нас вообще саха мало, да, получается, и живем вот в таком замечательном месте, где очень контраст, летом жара, зимой холодно, и мы должны друг друга очень так ценить. Не, ну это как сформулировал Кулаковский, это вопрос выживания. Да, скорее всего. Да. Ага. То есть вообще нельзя говорить, что у нас в культуре прямо все так прекрасно и все хорошо. Вот у нас, если якутская культура закончится, то этнос закончится. И мы вообще стоим на самом деле все время очень близко к этому. Да. Мгм. И у нас философия. Мы даже вот такая. на грани Балансируем. этого балансируем. Потому что сколько больших этносов исчезло, мы о них не помним ни названий, ничего, больших многочисленных народов. И мы, в принципе, все время находимся под угрозой этого Мгм. исчезновения. Мгм. Поэтому Сейчас вот я чувствую, что как-то все-таки более-менее начинаем продвигаться, потому что вот начиная вот от кино, да, у нас как пошло, да, потом вот на СВО, да, вот, допустим, всякие вот эти наши делают уже ребята, да,
какие-то вот коптеры там. Ну, мы как бы везде еще вот кинооборудование, да, вот проекторы наши ребята сделали и продвигаем по всей России. Это же вообще круто. Поэтому, да, вот как Ваня сказал, меня гордость распирает, когда что-то вот я услышу, увижу в новостях. Ну, конечно, плохого тоже много. Барзыгар, плохого барзыгар, бар быть тебе. Не, ну, к тому, что, Да. вот смотри, если, например, мы перестанем писать и слушать песни Сахатова, новые песни, Мгм. модные, Да. не старые классику там, а вот Мгм. современная молодежь на дискотеках, если под новые современные музыки Сахатова на голову Мгм. перестанет, вот следующее поколение придет и скажет, мы не хотим больше. Вот в этот момент начнется уничтожение этноса. Да. А мы все время около этого рубежа стоим. И каждое новое поколение появляется, и в новом поколении рождаются свои авторы, свои какие-то поэты, свои музыканты, и вот они двигают. Но мы к ним относимся как к этим, типа, типа, какие-то чудаки. Мгм. Странные, типа, городские сумасшедшие девки. Понимаешь? Ходят какой-то фигней, нет, чтобы бабки зарабатывать, вот, понимаешь? Вот, Ну, вот этот там музыкант или рэпер, там, что вы, художник, вот, понимаешь? Вот у нас в обществе есть отношение к творческим людям какое-то вот такое. Тугунан ради мяне Да, да. то готово он на я вот еще удивляюсь тем, что, да, вот еще у Не, я нас... вот сам из творческой семьи, Ага. отец у меня художник, дед писатель, понимаешь? Я вот это все, я очень хорошо как бы знаю, как это все происходит. И у нас в республике вообще Саха-Григет, у нас, во-первых, это Олонхо. Олонхо, она породила как бы классическую литературу. И у некоторых вот национальностей, государств даже нет вот, классической литературы, получается. Да. Да? И сейчас наша как бы один из таких важных таких аспектов это, конечно же, литература. Мы по литературе тоже работаем. В нашем канале есть аудиокниги, которые мы хотим тоже выпускать. Кстати, Белигин, да? Ага. Что мы Не, хотим ну, выпустить? да, скажи про вот аудиокнигу, которую ты с Чунишвили готовишь. Да, вот с аудиокнигой я познакомился, ну, уже с детства, получается, в пластинках мы слушали там сказки. И на радио я с детства как бы слушал Олонг Honorable Бака и другие как бы произведения якутских наших писателей, где читали настоящие чтецы. В нашей республике есть чтецы, это Кирилл Семенов, Зоя Петровна Богданова, Антон Павлович Николаев и, ну, основном это драм-артисты, получается, которые именно занимаются чтением книг для нашей публики, слушателей. И я вот 3 года тому назад познакомился с Александром Амбросиевым Сайлыкола. Я познакомился через его литературу. Прочитал первую часть замечательной повести «Арма». Это история волка. И он сам мне подарил, да, когда я бывал в Сунтарах. Я подумал, сначала хотел сам прочитать это. Ага, потом подумал, все-таки как-то надо подойти заслуженному артисту Республики Саха-Якутия Кириллу Семенову и предложить, чтобы он это прочитал. Я поговорил с Александром Ксаверьевичем, вот автором этой книги. Он обрадовался. И вот Кирилл Семенов прочитал в прошлом году. Я сам там был режиссером, монтировал, и в прошлом году во время синокоса вся республика услышала эту повесть. По радио. Да, по радио, которая длилась 2 недели. Где-то около 6,5, почти 7 часов я монтировал. И параллельно шла как бы перевод этого произведения. Переводчик, один из лучших наших переводчиков, это тоже родственник Александра Амбросьева. Алексей Амбросьев, всем мунду. Ну, я знаю, Алексей. Да, очень такой легендарный человек. Он перевел, и первую часть, скоро выйдет вторая часть, напечатали в большом таком журнале «Сибирские огни», который находится в городе Новосибирске. И вот мы с ребятами посоветовались, все-таки на русском кто-то должен прочитать. И мы все-таки пришли к мнению, что это будет Сергей Чаншвили. Потому что это номер 1, получается, у нас, кто читает, и является одним из как бы,
официальных голосов канала СТ, даже там у него все это написано. Я как-то нашел через своего друга режиссера Сергея Потапова, Сергей Махтал, телефон Сергея Чанашвили и написал просто так: здравствуйте, я Иван, мы там вот с Якутии, хотим, чтобы вы прочитали произведение Александра Амбросиева. Он сказал, ну пока времени нету, но как бы отправьте на мою почту эту повесть. Я отправил год тому назад, получается. Мгм. Потом я после Нового года напомнил, что Мгм. все-таки я когда-то вам произведение. И 19 мая, день пионерии, 3 часа дня, он позвонил сам Мгм. ко мне и поздоровался, Иван, и мы с ним 10 минут поговорили. Мгм. Я ему сказал, что он будет, начнет это читать, он еще должен прочитать, оказывается, 4 книги, потом будет читать нашу повесть. И эта работа начнется в августе. А чтобы подтвердить, мы специально для него подготовили несколько абзацев от этой книги и отправили. Он эти абзацы прочитал. И вот мы скоро как бы Так, по интернету. это вообще мощный проект. А потом что будет с этим контентом? Пока как мы будем находить как бы средства, пока непонятно, да, но очень многие заинтересовались, потому что это будет один шаг нашей якутской литературы в переводе. Я вот когда с ним разговаривал, рассказал, что у нас есть так, уже великие писатели, которые уже переведенные, допустим, Иван Гоголев, «Черный стерх», очень хорошо переведенный роман, Василий Яковлев «Далан», да, «Глухой Вилюй». И он очень заинтересовался. И надеемся, что после нашей работы вот, над Армой будем работать над другими произведениями. Тогда наша литература должна выйти уже в пространство Советского Союза. Да? И еще могу сказать, она еще вот это произведение Арма, сейчас идет перевод на башкирский язык и на английский язык. Ага, и сейчас идут переговоры, хотим найти человека, который бы перевел эту повесть на китайский язык. Вот. Так что нашу литературу будут читать, слушать по всему миру. Не, ну в любом случае таким проектам нужна информационная поддержка, надо продвигать, Да. надо рассказывать. Не, я вот, например, люблю слушать в спортзале. По мне, конечно, не скажешь, но я иногда туда хожу. Иногда слушать в наушниках аудиокниги, подкасты, вот именно аудио. Да. Руки что-то делают, а в это время ты какую-то музыку просто слушать неинтересно. Да, очень. По-моему, мне кажется, на русском и Сахатуланан произведение хорошо прочитать, сделать хороший звук, какое-то музыкальное оформление, это вообще пойдет. Да. Как отдельный проект. Да. Вот самое главное, вот Сергей Чанашвили, он сам прочитал полностью. Он, оказывается, все читает. Да, очень такой, очень с большой буквы артист, получается, это драм-артист. И он все это прочитал, и ему очень понравилось. Он сказал, что вот, я буду это читать. Ну, такие люди, они сразу же, да, вот прямо с первых абзацев уже знают, чувствуют, Да. что за произведение, как оно написано. Поэтому, если Сергей Чанашвили заинтересовался, это действительно хорошо переведенное и вообще очень интересное произведение. А если это выйдет на большую аудиторию, да, по всей России, не только в России, да, по странам СНГ там, Да. это будет тоже большой скачок, я думаю. Потому что такое произведение с таким голосом, вот как ты говоришь, да, любой может прямо в поезде, в самолете. Не всегда ты смотришь видео. Это В очень машине сложно, можно да. слушать. Да, в машине, в дальних поездках. Это везде очень интересно. Мне вот, я сам как-то в таком предвкушении, конечно. Да, мы два варианта сделаем. Одна из музыкой будет, да, потому что там у якутского варианта есть композитор Михаил Степанович. Ага. И будет просто голос Чанашвили. Потому что у слушателя разные мнения бывают. Некоторые любят с музыкой слушать, да, как вот радиопостановку, как моноспектакль. А некоторые вообще не любят музыку, чтобы был только голос.
Ну, и как чтец очень такой, с большой буквы, Сергей Тимофеевич. Потом же есть такой жанр, как подкасты. Вот то, что мы сейчас Мгм. записываем, это в принципе подкаст. Мгм. Да, есть да, он да. может выходить и видео, и аудио в формате Да. одновременно. Обязательно. Текстом еще можно. Да, и интересно было бы какие-то интересные разговоры, желательно на якутском языке. Да, да, да. Ну, чтобы это были содержательные. Вот там молодые ребята делают в Ютубе, да, какие-то, но без обид тоже. Не, ну, Снято хорошо, все нормально, но из-за того, что они молодые, и у них как-то- своя аудитория. ну да, поэтому но все-таки хочется, чтобы разговоры были какие-то, ну, несли какую-то информацию. Да. Мгм. И Ну, вот ребята говорят, по таймингу уже нам Пора надо- закругляться. по- Да. пора Да, и закругляться. а еще вот- могу сказать, что сейчас мы еще работаем с У московским, нас кассета заканчивается. Да. с московскими музыкантами работаем, да. Скоро выйдет сингл Сахай, да. Стас Акулов, если смотришь, привет, да, мы сейчас скоро будем доделывать здесь. Некоторая часть будет здесь сниматься у нас в Якутии, монтироваться, то есть сведение будет в Москве. Так что у нас будут еще клипы очень такие, Тахтем Валерий, очень качественные, ну, надеемся. И музыка тоже должна быть качественной. Ну вот, сегодня вот мы посидели. Сколько минут там посидели? Вот у нас, кстати, часы Почти час, наверное. почти час, да? Вот мы сейчас как раз тестируем то, что вот сколько мы можем сидеть. Вообще мы очень долго можем говорить, а так как мы очень много потратили на установку, да, на проверку, все это вот сказывается, время идет по ампер-часам батареи. Вот где-то что-то у нас, если будет заканчиваться, то ребята говорят, уже пора закругляться. А так, если мы решим, что вообще без батареек все это делать, то мы можем и 3 часа говорить. Вот, Да, да. и самое главное, в комментариях, пожалуйста, напишите, чтобы мы такие стримы будем делать хотя бы один раз в 2 недели или один раз в неделю. Вот когда мы... Мгм. И я должен рассказать про себя. Подождите, не выключайте. Давай, Я хочу делать качественную видеорекламу в интернете. Мгм. Потому что то, что сейчас есть, ну, тоже все хорошо, все прекрасно. Но я бы хотел, чтобы, ну, реклама была на лучшую камеру снята, лучший звук, лучшее освещение. И такая реклама лучше будет продавать. И Ну делать это как бы на поток. Мгм. Мне надоело только для себя, для своих проектов. Вот я хочу Мгм. наконец научиться делать хорошие... Ну, время настало такое, что сейчас интернет и телефоны наконец-то позволяют Да. прокручивать. Сейчас эпоха рилсов, тиктоков, все видео. Фото там, тексты уже не прокатывают, поэтому вся рекламная коммуникация должна перейти в видео, соответственно, резко возникла потребность в огромном Да. количестве рекламного видео. И кто-то вот это должен делать. Да. Ну, конечно, хочется еще призывать вот идейных людей, да? Но Кто может, я, хочет с поскольку нами, вот да. говорю, я человек из творческой семьи, да, Мгм. я не хатчина не ербит тем в батах, то есть я не помешан на деньгах, а в том, что я вижу цель, что реклама зарабатывает деньги, которые будут тратиться на реализацию творческих задач. Совершенно верно. Потому что очень много творческих классных проектов погибло, потому что не было денег. Потому что они говорили, что мы рекламой заниматься не будем, я чистый художник, и я вот ваш презренный желтый металл меня не касается. И так умерло до хрена творческих и проектов, и людей в этом состоянии. Понимаешь? А надо, чтобы и то, и другое. То есть, чтобы это усиливало друг друга, и тогда это должно быть как взрыв, как фонтан. Вот я чего хочу. Мгм. И поэтому с нами Алексей Просылаев. Да. Ну все, теперь можно заканчивать. Да, ребят уже съели комары. Да. Всё, всем, кто ставьте лайки, всё ставьте хотели. лайки, подписывайтесь, репосты делайте. Все, Всё. выключаем. Он нуманы гандах. Да, кумарга это не дойдете. Ким